Коми в списке регионов, которые в полной мере справились с выполнением объемов программы переселения. Соответствующие сведения опубликованы на сайте фонда ЖКХ. Таким образом, регион выполнил один из так называемых майских указов президента. Для сравнения, на 80% выполнили этот указ 25 регионов, менее 80% 5 субъектов. Худшая ситуация среди них, кстати, в нашем северо-западном округе, в Карелии, всего 61%. При этом наша республика оказалась на третьем месте по количеству домов, поставленных фондом на контроль качества. Как сработала программа переселения в нашем регионе, в сюжете Северина Арпы. Сыктывкар, Ухта, Кайгородский и Карткировский районы. Еще в начале осени именно в этих муниципалитетах исполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья вызывало беспокойство. Выводы в этих районах сделали и темпы нарастили. К примеру, в столице Коми на прошлой неделе в 2 новых дома уже начали заезжать первые новоселы. Эти объекты возводились в рамках 3-го этапа и стали последними новостройками программы. Всего здесь 86 квартир. Даже для людей с ограниченными возможностями сделали специальные планировки. Пока сыктывкарцы обживаются в квадратных метрах, подрядчик завершает работы по благоустройству. Здесь благоустройство уже сделано. Стоят детские площадки, газон застелен, асфальт положен здесь. В принципе, все работы закончены. Глава Коми не раз заявлял, главным критерием при строительстве домов по программе переселения должны быть качество и комфорт, и лично проверял ход строительных работ. К примеру, в Студенце Усть-Вымского района этот новый дом уникальный. В поселке никаких других коммуникаций, кроме централизованного отопления, нет. А этот дом полностью благоустроен. Отопление – индивидуальные газовые котлы. Жители могут отапливать квартиры в любое время года и самостоятельно регулировать температуру. Вода из своей скважины. Установлен септик для сбора канализационных стоков. Нина Русских новоселье отметила 3 дня назад. Дом, из которого она переехала, через дорогу. Аварийным его признали 10 лет назад. Счастливый новосел каждый день наблюдала за ходом работы строителей. Активист районного ветеранского движения отмечает, власти еще на стадии проектирования прислушались к мнению жителей. Я председатель инвалидов по этому поселку, и Вагваздина еще деревня на мне. И часто бываю в районе, в администрации, там я выступала. Они хотели с блоков ставить дом. Я протестовала и говорила, что можно с кирпича или деревянный хотя бы, потому что дышать в тех домах, говорят, нечем. Очень тяжело жить. А в нашем доме, конечно, воздух уже чище намного. Только что еще сырость, еще плохо просох. А так очень все хорошо. Вода есть, газ подключили. Но отопление, говорят, чуть попозже. Ну, прохладно, надо, чтобы подключили. В программе переселения, которая реализуется с 2013 года, участвует более 9 тысяч жителей Коми. Сегодня расселено чуть больше 7 тысяч человек. Первые 2 года она была реализована порядка 5%. При нынешнем руководстве республики с осени 2015 года у нас был совершен достаточно мощный рывок, который привел к сегодняшнему порядка 80%. То есть, когда мы разговариваем с нашими коллегами-общественниками на местах, которые, естественно, задаются вопросом, почему целевые показатели на сегодня не достигли 100%. Мы говорим о том, что по сравнению с другими регионами вот так получилось в силу смены власти в республике, что мы оказались не на равных. Самая проблемная точка на карте – Печора. Есть недостроенные объекты, да и к новостройкам много вопросов. В прошлом году в республике была создана специальная комиссия для выявления недочетов в домах для переселенцев. Рассмотрены случаи по 80 объектам. И в списке бракоделов не только печорские дома. Ну и нужно сразу сказать, что речь пока идет о переселении из домов, признанных ветхими и аварийными, до 1 января 2012 года, а значит, у программы должно быть достаточно перспектив. В студии «Детали дня» сегодня заместитель председателя правительства Республики Коми, министр строительства, тарифов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев. Константин Григорьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня состоялось заседание правительства, и одним из вопросов повестки дня был как раз вопрос об обеспечении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда на территории Республики Коми. И скажите, достигли ли мы того результата, на который рассчитывали? Мы сегодня достигли тот результат, на который мы рассчитывали, и оценка фонда
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которая отвечает за эту программу в целом по стране, она весьма положительна, и фонд не видит проблем в Республике Коми по своевременному завершению данной программы в полном объеме. Сегодня надо сказать, что практически все муниципалитеты подошли к выполнению программы, за исключением 3. Но и по этим 3 муниципалитетам, это, как здесь уже было совершенно правильно сказано, Печора, Кайгородок и Карткирос, осталось завершить небольшой объем работ. По Карткиросу осталось завершить в 5 домах работы. На сегодняшний день там строительная готовность достаточно высокая, и необходимо просто будет оформить данные жилые помещения. Хуже обстоит дело в Печоре, но, к сожалению, это мы достраиваем там дома 2-го этапа. Мы чуть позже я об этом остановлюсь. И в Кайгородке есть ряд объективных и субъективных причин, где необходимо достроить 3 двухквартирных дома по 4-му этапу и несколько домов по 3-му этапу. А вот докладчики из муниципалитетов, основные проблемы, на которые они ссылались? Основные проблемы, на которые ссылались муниципалитеты, это прежде всего недостаточно четкая работа подрядных организаций, не хватает средств в муниципальных бюджетах, ну и ряд проблем, связанные непосредственно с их деятельностью по организации строительства. Чуть позже мы как раз поговорим о сложностях, которые были с городом Сыктывкаром, но есть проблемы, о которых говорят исполнительные программы в муниципалитетах непосредственно. Далеко не все обитатели ветхих домов желают переезжать в благоустроенное жилье, опасаясь роста счетов за коммунальные услуги. Вот как решались эти проблемы на местах? Это действительно так, и с этими проблемами мы сталкиваемся в сельских районах республики, где жители всю жизнь прожили в индивидуальном жилье или в домах неблагоустроенных, где квартплата была достаточно низкая, а по некоторым объектам и вовсе отсутствовала. Но требования программы предусматривают предоставление исключительно благоустроенного жилья. И с учетом того, что рост квартплаты по отношению к той платили граждане, он весьма существенный, по некоторым муниципалитетам достигал и 5, и 6 тысяч рублей в месяц, когда производится отопление. Граждане не хотели вселяться в эти дома, находили причины, ну и в конечном итоге просто привычка, что люди привыкли пользоваться водопроводом, который находится вне жилого помещения. Отопление было дровяное, с одной точки зрения вроде бы это и более экологично, но еще раз повторю, что требования программы предоставлять жилье благоустроено. Мы столкнулись с такими проблемами и в Прилузском районе по селу Ношель. Вы помните, был целый сюжет на центральном телевидении, разобрались в этой ситуации, ну и предоставили гражданам благоустроенное жилье. Надо привыкать жить в нормальном жилье. Да, это правда. И если вернуться к теме прежних аутсайдеров 1-го этапа 2015 года, когда об этом говорили, в списке аутсайдеров, к сожалению, был город Сыктывкар, столица нашей республики. С нами сейчас на связи первый заместитель главы Сыктывкара Наталья Хозяинова. Наталья Семеновна, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, исходя из информации, которую я только что озвучил, как удалось Сыктывкару справиться с проблемой? Как догнали мы этот процесс? Ну, действительно, мы постарались максимально быстро переселить граждан из аварийных домов, включенных в программу переселения, в готовое новое жилье до наступления холодов. Непосредственно с переселенцами работу мы начали задолго до окончания строительства новых домов в Тентюках. В индивидуальном порядке работали с каждой семьей, согласовывали даты, время показа квартир, помогали с оформлением документов на выписку, буквально сопровождали каждую семью во всех бумажных процедурах. Но отдельно, только силами администрации мы бы с этим не справились, поэтому здесь хотелось бы отдельно отметить работу специалистов кадастровой палаты, специалистов управления Росреестра, сотрудников паспортного стола, управления МВД по Сыктывкару, которые нам в максимально сжатые сроки помогли оформить квартиры. Так что в целом это результат совместной работы не только администрации, но и республиканских учреждений и федеральных органов. Поэтому от имени администрации, пользуясь случаем, хотелось бы еще поблагодарить всех за содействие при реализации программы по переселению граждан в Сыктывкаре.
Спасибо большое. Ну вот, как мы поняли, сопровождали фактически каждую семью, по крайней мере, по Сыктывкару в этом процессе, как в целом, так и по оформлению документов. С этим тоже иногда случаются сложности. А среди прочих, вот у Троицко-Печорского района были сложности с программой переселения. Сейчас же вот на официальном портале Фонда содействия реформированию ЖКХ он отмечен зеленым цветом, соответственно, положительно оценены происходящие там процессы. Давайте посмотрим, что доложил сегодня на заседании правительства руководитель муниципалитета. На сегодняшний день программа переселения из ветхоаварийного жилья у нас в районе завершается. Все дома, все объекты введены в строй. Последний 14-квартирный дом мы ввели 1 сентября этого года. И до 10 ноября все семьи, последний дом, переедут в новое жилье. По программе переселения мы построили за 4 года 11 домов. Это 1 дом в Якше, 1 дом в Митрофане, 5 домов в Нижней Ломре и 4 дома в Троицко-Печорске. Да, вот так дела обстоят в Троицко-Печорском районе. Прямо сейчас мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. На Юргане продолжаются детали дня, и если вы только что к нам присоединились, мы сегодня говорим о 4-м и завершении этого этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Константин Григорьевич, когда в 2015 году, опять-таки вернемся к нему, предрекали возможный срыв в целом программы, об этом откровенно говорили, упоминали и недобросовестных застройщиков. Много их было в нашей республике? Ну, если говорить откровенно, я даже вот не могу сейчас сразу вам сказать муниципальный район, где были бы добросовестные подрядчики. Ну, скорее всего, это Сысольский район, наверное. А в остальных, во всех районах мы столкнулись с недобросовестными подрядчиками и с неправильной организацией работы их на территории муниципалитета. Ну, самый, наверное, вопиющий случай – это в муниципальном образовании Печора, где по 2-му этапу было возбуждено уголовное дело. И эти дома мы до сих пор достраиваем, так сказать, устраняя те проблемы, которые у нас возникли. Хотя надо сказать, что данный этап должен был быть закончен в 2015 году. На сегодняшний день, по заверениям главы муниципалитета и с учетом той информации, которая есть в министерстве, мы владеем обстановкой, занимаемся там практически каждый день, могу сказать, что к концу ноября текущего месяца данный этап будет завершен. Из 3 жилых домов, которые мы строили по 2-му этапу в Печоре, 2 жилых дома уже введены, и на 55% достроен 3-й дом. Поэтому еще раз повторюсь, что к 30 ноября, по заверениям главы администрации муниципалитета Андрея Михайловича Соснура, данный этап будет завершен. По результатам, значит, рассмотрения уголовного дела, в том числе в суде, генеральный директор подрядной организации был приговорен к реальному сроку лишения свободы. И в отношении него сейчас идет гражданское дело производства по взысканию денежных средств, которые были ему проплачены в качестве аванса. Ну и в целом ряде других муниципалитетов, где у нас работы ведутся с довольно серьезной задержкой сроков, вернее сказать, велись. Организована была и претензионная исковая работа по предъявлению санкций подрядным организациям. Практически у нас это было во всех, еще раз повторю, муниципалитетах. И вот ценой уже, так сказать, вот такой работы министерства, других контролирующих органов, в том числе и органов внутренних дел, других контролирующих органов, нам удалось наверстать упущенные сроки. И те вот проблемы, которые у нас возникали до 2015 года, мы их не допустили и совместными усилиями вот пришли к сегодняшнему результату. Отлично. Мы работаем в прямом эфире, и у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. У нас был телефонный звонок, я надеюсь, что он к нам вернется. И следующий. Вот говоря о застройщиках, есть практика, и наверняка она будет продолжена, это, наверное, нормально, так называемых приезжих застройщиков, которые занимаются строительством из-за пределов нашей республики. Не возникнет ли проблем с гарантийным ремонтом? Вот об этом спрашивают. Нет, таких проблем не возникнет в случае, если строители и заказчик, а это муниципальный район, будут требовательно и правильно относиться ко всем видам контроля, в том числе и на этапах производства работы, обеспечивать своевременный контроль за деятельностью подрядных организаций.
На сегодняшний день вот мы имеем 28 обращений, здесь в сюжете изначально говорилось, те, которые находятся на контроле фонда, 17 многоквартирных домов стоят на этом контроле, из них 15 домов, надо сказать, были построены в рамках первого и второго этапа. И все эти дома, кстати, находятся в Печоре. Поэтому с целью решения этой задачи в конце 2015 года по решению фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства в республике распоряжением правительства была создана комиссия, куда вошли сотрудники Государственного строительного жилищного надзора. И при приемке домов, и даже до этапа приемки, эта комиссия обследует эти дома, выявляет недостатки еще на этапе строительства, эти недостатки устраняются. По результатам приемки дома в этой комиссии участвуют в том числе и жильцы этого дома, показывая те недоделки, если они будут выявлены на этапе приемки. Но основное, что мы сделали, мы провели экспертизу всех вновь строящихся объектов, определили сметную стоимость объектов, и выдача разрешения на строительство данных объектов происходила только после получения положительного заключения экспертизы. В результате нам удалось вот эту ситуацию переломить, и те дома, которые сегодня строятся, они уже не имеют строительных недоделок. Те проблемы, которые выясняются уже в ходе эксплуатации, какие-то там, может быть, вопросы, ряд из них может возникать по вине жильцов по неправильной эксплуатации, они уже устраняются в ходе содержания объекта управляющей компании. И телефонный звонок в деталях дня. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да. Мы слушаем вас. Меня зовут Владимир, я тоже являюсь нуждающимся в жилье, потому что живу в ветхом жилье. И вот у меня такой вопрос. Почему бы государству не приобретать жилье на вторичном рынке? Это, наверное, было бы быстрее, и люди получили быстрее бы жилье. Насколько я знаю, такая практика есть. Да, а откуда звонок? Из какого муниципалитета? Скажите нам, пожалуйста. Да, к сожалению, уже не на линии звонящий. Ну, здесь важно понять, действительно ли дом аварийный и ветхий, когда он таковым признан. Значит, для того, чтобы оценить, так сказать, возможно ли включение в программу данного заявителя. Но могу сказать, что вот 4-й этап в городе Сыктывкаре и в ряде других муниципалитетов выполнялся именно по способу как покупки жилья на вторичном рынке и предоставления его гражданам. Это один из способов выполнения данной программы, и часто он бывает довольно эффективным, в том числе в Сыктывкаре. Нам позволило сократить сроки, и мы приобретали квартиры. Это не только в Сыктывкаре, это в Усинске, это делалось в Ухте, это делалось в Печоре. В целом ряде муниципальных образований мы таким образом подошли. И часто то жилье, которое мы приобретали на вторичном рынке, оно не хуже по своим потребительским качествам и свойствам, чем то жилье, которое строится. Сложность здесь заключается в том, что необходимо подобрать то жилье, которое соответствует по площади, по общей, по площади кухни и жилых помещений для предоставления гражданам взамен изымаемого жилья, которое находится ветхим, аварийным. И те граждане, которые предлагают свое жилье к покупке, их должна устраивать стоимость, которую предлагает им в данном случае республика или муниципалитет, который за эту программу отвечает. Но могу сказать, что мы очень активно этим способом пользовались. Если говорить о результатах сегодняшнего заседания правительства, рискоориентированной территории, которая по разным причинам не достигла целевых показателей в срок, глава Коми отдельно выделил Карткировский район, но положительно оценил действия администрации за то, что весной этого года она взяла на себя дополнительные обязательства по освоению тех средств, которые были направлены в Коми Фондом содействия реформе ЖКХ. Вот как несколькими днями ранее о выполнении программы говорили в самой администрации муниципалитета. Это и поселки, которые были лесные поселки, временные поселки, где люди жили во временных домах, которые строились только там на 25-30 лет. Люди остались здесь жить и, к сожалению, волей судьбы не оказались в аварийном жилье. Поэтому большая работа и нашего правительства Российской Федерации, и республики, в том, чтобы людей всех расселить, чтобы дать людям комфортно проживать в более цивилизованных условиях. Вот помимо Карткироса никто дополнительные средства не взял?
Нет, помимо краткероса никто дополнительные средства не брал. Могу сказать, что дополнительные средства в республике будут выделены на 2018 год. И сегодня мы с главой республики договорились о том, что мы участвуем в программе 2018 года. Всего в программе 2018 года в Российской Федерации участвует 15 субъектов, один из них Республика Коми. И по количеству квадратных метров жилья, которое будет предоставлено в программе, Республика Коми находится на 3-м месте в Российской Федерации. Больше нас только 2 субъекта. Это весьма ответственное решение, которое налагает на нас определенные обязательства перед гражданами, но мы должны их обязательно выполнить. И вот к чести Краткеросского района могу сказать, что они не побоялись взять дополнительное количество жилья, и построили его, и сделали, и предоставили гражданам. И сегодня глава района отмечал, что с учетом построенного жилья в Краткеросе наметился квартал элитного жилья. И даже приятно осознавать, да, но это с его слов, приятно осознавать, что вот то жилье, которое было построено по программе переселения, сегодня пользуется спросом среди граждан, и многие хотят в него переселиться. Ну и в завершении, наверное, самое главное. Мы знаем, что глава дал вашему ведомству поручение продолжить решение проблем переселения граждан из аварийного жилья. И свод предложений должен быть готов в декабре этого года. Вот на сегодня как оцениваете перспективы? Ну, еще раз повторюсь, что в 2018 году мы приняли решение участвовать в этой программе. Будут участвовать те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. 4 муниципалитета имеют такое жилье в республике, но и только на 2018 год. И на 2019 год эта программа будет продолжена в целом по Российской Федерации. Будут изменены способы ее решения, но тем не менее она будет. И могу заверить всех нуждающихся, что Республика Коми будет принимать самое активное участие в выполнении данной программы, как бы тяжело нам для этого не было, потому что требуется выделение достаточно большого количества денежных средств. Могу сказать, что только на 2018 год от нас потребует дополнительного выделения порядка 800 миллионов рублей из республиканского бюджета для выполнения данной задачи. Но, тем не менее, звучит оптимистично, и вот на этой ноте мы, наверное, и завершим этот эфир. Константин Григорьевич, спасибо за уделенное время. Спасибо. Вам, уважаемые телезрители, спасибо за внимание. И напоминаю, что детали дня можно посмотреть на сайте jurgen.rf и посредством функции видео по запросу IP телевидения Ростелекома. Всего доброго.